Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы отметить, что развитие отношений дружбы и сотрудничества с соседями по региону является приоритетом внешней политики Таджикистана. Сегодня мы провели переговоры с президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыром Нургожаевичем, в узком формате и в составе делегации двух стран. Отметили, что основной задачей на настоящем этапе должно стать дальнейшее продвижение двусторонних сотрудничества двух стран в русле конструктивизма. Согласились, что для развития таджикско-кыргызских отношений, в том числе и политического диалога, у наших стран есть необходимые механизмы взаимодействия. Выступили за активное использование практически проведения регулярных межведомственных консультаций по различным сферам сотрудничества. Посчитали целесообразным проведение очередного заседания межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров проанализировали состояние торгово-экономических связей. Отметили отрицательную тенденцию во взаимной торговле. Будут разработаны новые меры, направленные на увеличение объема взаимной торговли с использованием сравнительных преимуществ наших стран. Мы договорились активнее развивать межрегиональное сотрудничество. Наши регионы будут работать по реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и других сферах сотрудничества. Безусловно, в центре сегодняшних переговоров стоял вопрос, связанный с делимитацией и демаркацией линий государственной границы. В контексте данной проблематики усилия будут сосредоточены на решении вопросов границы в духе конструктивности и взаимного учета интересов сторон. Мы обсудили также вопрос подписания в предстоящем период ранее в целом согласованного договора о таджикско-кыргызской государственной границе. Согласно проекту документа, описано порядка 520 километров линии государственной границы. К сегодняшнему дню в рабочем порядке согласовано еще 32 километра. Следует отметить, что переговорный процесс по границе мы начали еще в 2002 году. За прошедшие почти 20 лет в целом проведено порядка 180 заседаний совместной комиссии и встреч рабочих групп по делимитации линий границы. За всем этим стоит большая работа экспертов, немалые затраты и время. Задачу дня мы видим в правовом оформлении этих результатов с тем, чтобы двигаться дальше в решении сложного вопроса определения линии государственной границы. Мы с господином президентом подробно остановились на трагическом инциденте, который произошел на границе в конце апреля сего года. К большому сожалению, погибли и пострадали люди с обоих сторон. Населению нанесен материальный и моральный ущерб. Серьезный урон нанесен опыту добрососедства между нашими народами. Поэтому мы в первую очередь должны думать о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов. Одновременно с этим свою работу на системной основе продолжит межправительственная комиссия по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. В ходе сегодняшних переговоров уделили внимание вопросу использования водных ресурсов трансграничных на приграничных территориях. Предложили возобновить работу межведомственной таджикско-кыргызской рабочей группы по рассмотрению двусторонних вопросов, связанных с использованием водных ресурсов. Мы сошлись во мнении, что наличие эффективных договорных правовых инструментов и институциональных механизмов для комплексного и рационального использования водно-энергетических ресурсов бассейна Аральского моря с учетом интересов всех стран региона является весьма актуальным вопросом. В ходе переговоров мы обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. Договорились продолжить практику взаимной поддержки международных инициатив наших стран. В этом контексте обменялись мнениями
по вопросу изменения климата, в том числе обсудили проблематику ускоренного таяния ледников в Центральной Азии. Мы выразили признательность кыргызской стороне за поддержку председательства Таджикистана в ШОС и ОДКБ. Сегодняшние таджикско-кыргызские переговоры показали, что путем диалога и поиска взаимоприемлемых решений с учетом баланса национальных интересов можно поступательно решать все вопросы. А теперь передаю слово уважаемому Садыру Нургожаевичу. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу за приглашение посетить с официальным визитом Республику Таджикистан, его лице братский таджикский народ за теплое и радушное гостеприимство, оказанное нашей делегации. Только что завершились двусторонние переговоры с уважаемым Эмомали Шариповичем в узком формате, после которых прошла встреча сторон в расширенном составе. Кыргызстан придает приоритетное значение развитию многоплановых отношений с Таджикистаном и в своей внешней политике остается приверженным всем ранее достигнутым договоренностям в укреплении взаимовыгодного партнерства на основе дружбы и добрососедства. В ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы. Мы также обсудили вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере. Надеюсь, что стороны проведут результативную и плодотворную работу в ходе предстоящего 17-го заседания межправительственной комиссии, который состоится в Бишкеке в ближайшее время. Данная площадка также представит возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества. Для нас особо важно продолжать укрепление доверия между нашими народами, особенно в районе границ. В этой связи мы договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения. Кыргызская сторона выступила с инициативой создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов. Мы намерены и впредь совместными усилиями наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес во благо процветания народов двух сторон. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров придадут новый значимый импульс развитию кыргызско-таджикских братских отношений и партнерства, а также определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества на перспективу. Благодарю за внимание.